Добрый день. Эти крабы позади меня еще не знают, что их сегодня съедят. Это камчатский краб и камчатский краб. Два камчатских краба, один из Мурманска, другой из Камчатки. Чем они отличаются, расскажут нам шефы ресторана Wine and Crab, братья Березуцкие. Как видите, там близнецы и здесь близнецы. Кто из них кто? Если уж такие параллели проводить, то эти крабы схожи, но они отличаются. Они отличаются как вкусом, прежде всего, самого мяса. На самом деле они отличаются местонахождением, да, местом обитания. Да, это родственники, да, вот, и что мурманский, что камчатский, но ситуации они в корне разнятся тем, что один обитает на Дальнем Востоке, другой в Мурманске, на севере. Расстояние между ними огромное, но они очень схожи, но в то же время они очень контрастны во вкусе. Ну и мы расскажем, как их отличать еще внешне. Краб, который в этой части России на севере выловлен, и тот, который выловлен на Дальнем Востоке, они разные. Внешне, да, возможно, они даже чуть схожи. Да, когда-то отсюда краб мигрировал на север, это все знают эту историю. Слушайте, но в данном конкретном моменте, в данном время они обитают, слушайте, полпланеты. Их разделяет 1/6 часть суши. Я забыл сказать, это Иван Березуцкий, а это Сергей Березуцкий. Ну, вроде так. Нет? Вроде все так, да. Поэтому их разделяет огромное количество километров, и они обитают в разных водах, в разных климатических условиях, абсолютно контрастных. Да, вот чем они отличаются? Где какой? Вот этот вот, это камчатский краб, это Дальний Восток, тот с Мурманска, парень. Мы покажем на отварных клешнях, в чем разница их. Да, чтобы мы могли пощупать, показать. Вот этих ребят лучше палец туда не засовывать. Ничего, если они сейчас увидят. Нет, я думаю, что они не расстроятся. Ладно. Здесь вот это наше богатство нашей Родины. Они внешне, да, вот похожи очень, согласны? Но есть одно но. Смотрите, как отличать. Самое важное, что смотрите на их конечность. Вот это Мурманский. Его сама конечность, вот сама клешня вот эта, да, она круглая. Это отличает Мурманск от Камчатки. А если вы посмотрите на это... На Камчатку, я расскажу про Камчатку, видите, она плоская. Приплюснута. Слегка приплюснута. Это с Дальнего Востока краб. А кругленький, если фаланга кругленькая, это Мурманск. И вот это вот, если вы вблизи посмотрите, так визуально они очень схожи. Ну да, вы можете сами посмотреть, сейчас они визуально схожи очень. Но кардинальное различие, у него немного приплюснута... Это природа. Да, фаланга. Второе главное различие – это вкус. Вкусовое отличие мяса мурманского всегда соленее. Самое сладкое мясо краба – это и это самые лучшие крабы в мире. Камчатский краб самый лучший, да? Ну, вкуснее, чем мурманский. Вкуснее, потому что он менее соленый или что? Он сладкий. Он сладковатый. Он более слаще. И сладковатый имеет такой приятный вкус, который ценит его весь мир. Именно его ценит весь мир. Его за вот это вот приятный сладковатый вкус. То, что в принципе невозможен одинаковый продукт, обитая кардинально в разных широтах, быть одинаковым. В разных климатических условиях, питаясь тоже по-разному. А в структуре мяса есть разница? Нет. Да. Соленоватый, не повар насолил. Да. Это просто не Дальний Восток, это просто мурманский краб, и все. Мы бы сами не догадались, какие здесь отличия есть. Это сами, рыбаки. И не пообщавшись с ними, мы, наверное, тоже бы не знали этого. Вот, теперь вы знаете разницу между камчатским крабом и камчатским крабом, а также между Сергеем и Иваном Березуцкими. Пока!